Вот вышел проверить. Что творится на улице в Якутске в субботу. Декабря 2023 года в центре. Как раз путь мой лежит по центру. Посмотреть на погоду. Около 30 градусов. Вроде пока приемлемо, терпимо. Так, площадь у нас на реконструкции, наверное, до лета. Зато вот всякие красивые, как их там называют-то правильно, забыл, как называется, огоньки вот эти вот сделали. Людей достаточно, движение не сильное. Если бы такая погода была максимально холодная, вот это вот как сейчас, то в принципе жить можно нормально. Посмотрим, что будет за 40, когда упадет температура. Вот это вот как раз, можно сказать, сам центр. Да, ужас, конечно, наводит с предстоящей низкой температурой. Но ладно, поглядим. Там так не получится, конечно, ходить. Придется, наверное, с машины снимать. Что и как видимость будет, как движение, как машина себя поведет. Так, раз, два. Да. Так, обратно идем другим путем. Все красиво горит. Все наводит на хорошее настроение. Когда долго дома сидишь, выходишь так вот на улицу, прогуливаешься, смотришь, как кипит жизнь. Везде неоновые огоньки. Все красиво. Я думаю, здесь еще не было зимой так вот. Ближе еще к Новому году. Все вот эти вот, вся эта красота будет только, ее, вернее, будет больше и больше. Вот, все светится. Думаю, всякие фигурки будут, огоньки. Вот везде уже вешают гирляндочки. Об этом я и говорю, что надеюсь, их будет больше. Все будет украшать. Сейчас. Бургер. Так, надо успеть. 10 секунд у меня.
Странно, фонари не горят здесь. Было бы красивее, если бы фонари горели. Но здесь, видимо, что-то реконструируют. Вон провода торчат. Ну вот, вроде небольшой кусочек показал. Я почти уже дошел до дома. Осталось перемахнуть буквально через один дом и забирать детей с площадки. Это что у нас? Институт физико-технических проблем Севера. Во. Институт физико-технических проблем Севера. Вот теперь вопрос, как лучше пройти, поправо или полево? Студия женского фитнеса. Черт. Сколько? Лучше здесь пройти, да. И сразу здесь. О, ГАИ стоит, спряталась. Ясно все, как они движуху наводят. Молодцы, ребята. Только свои маячки надо было выключить. Эффект внезапности. Ну и вот. Мы уже пошли, почти подошли. С этим видео я пока заканчиваю. Наверное, все-таки следующее сделаю тогда, когда ударят жесткие морозы. Посмотрим на всю эту ситуацию. Порешаем, получится ли снимать вот так вот. Но я думаю, то, что недолго. По тексинскому примеру, там пургой телефон убивало. Буквально некоторое время. Так, все тут уже закрыто. Придется обходить. Буквально несколько минут в пургу за счет ветра, несмотря на теплую температуру воздуха. Телефон садился напрочь сразу же. Здесь еще пока держится, потому что в теплой руке и ветра нету. Ну а в 45, за 40 я уж сомневаюсь, что он продержится долго, поэтому в машине. Будем, наверное, снимать из машины. Ну все, до следующего раза.